Публики могут побывать на мастер-классе по фехтованию, увидеть оживающие скульптуры, поучаствовать в 12 играх и даже оставить свои поздравления городу на специальном стенде. Праздничный концерт, детские улыбки, танцы и массовые народные гуляния. Изобилие творческих площадок не оставило никого равнодушными. Очень здорово. Мне нравится, не знаю как кому. Если походить вот так по проспекту, то все очень замечательно. И Симферополь с праздником, им тоже 230 лет сегодня. Вы, наверное, знаете, что вот такой первый раз у нас День города. Я не знаю, кто это организовал, но тот, кто организовал, молодец. И это классно. Вот смотри, я такого никогда не видел. Честное слово, вижу первый раз, это приятно и это классно вообще. Хочу сказать, что это очень большое и масштабное событие для нас. Вот лично для меня, как для горожанина, да, это очень неожиданно. То есть я не ожидал совершенно, что будет такое массовое, такое широкое, так сказать, действие. На самом массовом празднике художники рисовали граффити с изображением Владикавказа. Также можно было посетить этнографический музей под открытым небом, а роллеры показали сложные элементы и трюки. На центральной аллее художники занимаются самым настоящим авангардным искусством – боди-артом. Здесь главный объект творчества не холст, а тело человека. Что тебя рисует? Бабочку. А что рисует тебе? Я очень люблю свою страну и свой город, поэтому российский флаг и осетинский. Замечательно. Как вы видите, временное тату может набить себе каждый. На протяжении всего дня молодые стажеры Центра занятости показывали свои бизнес-проекты. В это же время на Театральной площади жители удивляли еще и оживающие скульптуры, сфотографироваться с которыми мог каждый. Мальчик, который организовал эту группу, вот совместно, он сейчас в Америке, а я сама с Украины, вот. И нашли талантливых людей, которые стремятся приукрасить этот город, вот, стремятся сделать его лучше, поэтому вот работаем. Все желающие побывали на мастер-классе по рисованию на песке, а самые усидчивые могли научиться плетению национальной косынки и золотному шитью. Завершился День города концертом, зажигательной дискотекой и, конечно же, праздничным фейерверком. Юбилей Владикавказа отметили ярко, красочно и незабываемо. Ирина Дзабаева, Валерий Гадзиев, Азамат Битаров, Осетия ТВ.